Темп прироста составляет 0,2%. Отмечается стабилизация процесса. Показатели заболеваемости сегодня стабильны, а коек в ковидных госпиталях достаточно. Увеличивать необходимости нет. Сейчас в больницах лечится от коронавируса почти 4000 человек. Привились на сегодня уже 813 тысяч татарстанцев. Это 27% взрослого населения. Почти 580 тысяч получили второй компонент. При этом от плана коллективного иммунитета в 60% специалисты предлагают отказаться. Сегодня на общий процент не от плана, да, вот у нас есть 60% с вами, да, и мы считаем, что нам надо уходить на количество процента от проживающего населения. Давайте не будем вот как-то подчеркивать каждый раз 60%, а получается те 40% могут ожидать, когда 60 привьются, и так вот как-то выжидательную позицию занимать. Никто не знает из оставшихся 40%, когда он встретится с вирусом, и в какой форме эта встреча произойдет, и какие последствия будут от этого. Сегодня в Казани открылись 3 прививочных пункта. В культурных центрах Московский, Сайдаш и Залесный. В ДК Ленина откроется 2 августа. Пока в новых пунктах немноголюдно, но то, что они расположены в парковых зонах, должно стать их преимуществом. Вот мы сегодня только первый день, вот пришла только одна пациентка. У нас очередь большая в нашу поликлинику, и вот она позвонила сегодня в нашу поликлинику, и вот ее направили сюда к нам. Все удобно сделано, все хорошо. Мы в поликлинике планируем, но так можно и в торговом центре, и здесь на Московском, по-моему, рядом делается. Сейчас в республике в наличии все вакцины, однако есть нюансы. Вакцины в настоящий момент находятся в достаточном количестве, и «Спутник», и «Спутник Лайт», и «Ковивак», и «Эпивак». Сначала реализовываются листы ожидания для тех людей, которые посчитали необходимым встать энное количество дней, недель назад в эти листы для конкретной вакцины. Что касается «Спутника Лайт», который недавно стал доступен татарстанцам, специалисты напомнили, он показан для повторной вакцинации. А поскольку проводится она через 6 месяцев после первой, вала желающих пока не отмечают. Полгода назад население прививалось не так активно. Также журналисты спросили, правда ли, что на линейке 1 сентября пустят только привитых родителей, и как пройдут школьные линейки. Требования Роспотребнадзора аналогичны прошлому году. Это проведение праздничных мероприятий 1 сентября по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты, а также в учебном году 2021-2022 года будет продолжаться так называемый утренний фильтр с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний. То есть те санитарные правила, которые действовали в прошлом учебном году, будут распространяться на предстоящий учебный год 2021-2022 года. Еще одна новость от Роспотребнадзора. С этого дня непривитые жители, прибывающие из-за рубежа, должны разместить результаты своего ПЦР-теста на портале госуслуг в течение 4 дней вместо 3. Александр Кулалаев, Лина Зинатуллина, Ленар Хузяхметов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.